Когда на улице минус 20, а температура воды в реке всего плюс 2, городской пляж Якутска превращается в место встречи столичных моржей. Сегодня здесь прошли первые республиканские соревнования по плаванию в холодной воде. Участников было не очень много, но азарта и адреналина хватило бы еще на 5 таких соревнований. Участников у нас 12 человек. Это в основном моржи, которые постоянно у нас плавают, занимаются закаливаем, спортсмены наши. Мы хотим проводить даже год-два раза. Нынче вот в сентябре мы провели соревнования. Там участников больше было, 21 человек было, а сейчас вот 12 человек. Мы хотим включиться в календарный план Республики Саха-Якутия по Министерству спорта и ежегодно по 2 раза в год провести зимнее плавание. Единственной представительницей слабого пола на соревнованиях оказалась Аида Егорова. Для нее это уже не первый заплыв в ледяной воде, и год от года Аида работает над техникой и улучшением своих результатов. Я готовилась где-то, наверное, месяц. Отрабатывала технику, у меня не было техники абсолютно. Видите, у меня язык заплетается, мороз дает о себе знать. Все здорово, я довольна. Но 53 было точно. 53 это прошлая зима. Мы переодевались тут под открытым небом. Ну, все было хорошо. Как видите, все нормально. Арсентия можно назвать ветераном плавания в холодной воде. Моржевать он начал 5 лет назад. И по словам самого спортсмена, плавание в холодной воде – это не только возможность преодолеть себя, но и способ релаксации. Это проявляется и в самом физическом состоянии, и психологическое расслабление идет. Поэтому такая комплексная терапия. То есть вы бы посоветовали людям приходить, заниматься и участвовать в соревнованиях? Думаю, да, это надо развивать, этим надо заниматься, и на это надо само собой условия создавать, чтобы постоянно люди занимались. Многие участники сегодняшних соревнований воспринимают их как разминку, как тренировку перед настоящими зимними соревнованиями, которые обязательно состоятся, когда столбик термометра опустится ниже 40 градусов. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.